Лев Николаевич Гумилев, Бронислав Иванович Кузнецов. Опыт разбора тибетской пиктографии. Ни одна из религиозных систем мира не имеет столь развитой иконографии, как буддизм. Количество и разнообразие изображений, подлежащих почитанию, в буддизме, ламаизме, кажется на первый взгляд беспредельным. Но при пристальном изучении обнаруживается, что разнообразие заключено в строгую систему, а трактовка сюжетов подчинена не менее строгому канону. Но наряду с каноническими сюжетами существуют локальные варианты икон, тесно связанные с местом написания, эпохой и личностью автора иконы. При наличии большого количества вариантов в поле зрения исследователя иконографический материал может быть использован как археологический источник. Так как большое количество вариантов характерно для буддийской иконографии, то, работая в этом направлении, мы вправе ожидать значительных результатов, важных для уяснения темных вопросов истории Срединной Азии. Но мало этого. Канонический сюжет создавался в конкретных условиях. Он имел связь с фактом исторической действительности. И в этом аспекте нам не менее важны мифы, отраженные в изображениях. Наконец, наличие столь большого количества икон наводит на мысль, что здесь отнюдь не просто любовь к живописи. Так как нам известно, что живопись при отсутствии грамотности является мощным средством агитации, то необходимо учесть ее направление и постараться понять, как реагировал тибетец VIII века на предлагаемые ему картины, ибо эта реакция и была целью буддийского монаха-художника. При выборе объекта изучения необходима крайняя осмотрительность, так как маловыразительный образ трудно истолковать без привлечения аналогий, каких не может быть при первом шаге. Исходя из этих соображений, мы остановили свое внимание на фигурах Ямантаки, буквально убивающие смерть, и Ямы, владыка смерти, хозяин ада, прекрасные изображения которых имеются в Музее этнографии АН СССР и Государственном музее этнографии народов СССР. Оба этих божества весьма почитались ламаистами Монголии и Тибета и, будучи тесно связаны между собой, представляют интерес для исследования в указанном аспекте. В основе образов Ямы и Ямантаки лежит миф. Некогда был отшельник, очень святой. Жил он в пещере, и там предавался созерцанию, чтобы через 50 лет войти в нирвану. Однажды ночью 49-го года, 11-го месяца, 29-го дня, два разбойника вошли в пещеру с украденным быком, которого они тут же убили, отрезав ему голову. Увидев аскета, они решили убить и его, как свидетеля совершенного ими преступления. Он молил их сохранить ему жизнь, уверяя, что через короткое время он войдет в нирвану, и если они убьют его, то он потеряет 50 лет совершенствования. Но они не поверили и отрубили ему голову. Тогда его тело приняло страшные формы ямы царя ада, и он, взяв бычью голову, посадил ее себе на плечи. Затем он убил обоих разбойников и выпил их кровь из их же черепов. В своей ярости, ненасытно алкая жертв, он угрожал обезлюдить весь Тибет. Тибетцы взмолились владыке знания Бодхисаттве Манджушри, прося защитить их от ужасного врага. Манджушри, приняв устрашающие формы, в жестокой борьбе победил Яму и загнал его под землю, в ад. Гневная ипостась Манджушри и есть Ямантака. Происхождение культа Ямантаки.
Зародившийся в Индии буддизм воспринял брахманское учение о метампсихозе переселении душ. Это учение стало впоследствии одной из основ буддийского миропонимания. Тибет получил эту концепцию в готовом виде и охотно ее воспринял. Каждому лестно иметь знаменитых предков, но куда приятнее узнать, что сам был некогда царем или божеством. А в условиях острой политической борьбы такое происхождение бывает в ряде случаев просто необходимо. Царь, принявший буддизм, назывался индийцами Дхармапала, то есть защитник веры. Но в Индии цари не становились предметом поклонения, тогда как в Тибете признание божественности царя стало политическим актом, признаком лояльности. Тибетский царь Сронзангамбо 613-650 годы был объявлен воплощением бодхисаттвы милосердия Авалокитешвары. Предпоследний царь Тибета Ралпачан 817-839 годы считался перевоплощением бодхисаттвы Ваджрапани, а его прадед, знаменитый Тисрон Децан 754-797 годы, восстановитель тибетского буддизма, перевоплощением бодхисаттвы мудрости и учености Манджушри. При вступлении на престол Тисрон Децан отделался от своего министра Мажана, ретивого поборника религии Бон, закопав его живым в землю. Поступку царя было необходимо дать удовлетворительное объяснение, и тогда-то явилась очевидно тибетская легенда о Яме и Ямантаке, приведенная выше. Она отвечала и требованиям момента, и идейным установкам буддизма, и даже обеляла память о погубленном вельможе, фактически обращенном в царя бездны. Предлагаемое толкование легенды и связанного с ней образа находит ряд подтверждений, исключающих, по-видимому, все иные предположения. Сначала наметим предельные даты. В Древней Индии не было образа Ямантаки и самого культа его. Впоследствии тибетский Ямантака отождествлялся индуистами с Шивой, однако шиваизм, как составная часть индуизма, оформился лишь в результате деятельности Кумарилы, то есть после VIII века. Итак, VII-VIII века – предельная нижняя дата. В XI веке образ Ямантаки зафиксирован в Непале, а это указывает на то, что предельная верхняя дата его возникновения – X век, то есть еще до восстановления буддизма в Тибете Атишей. На тибетское происхождение Ямантаки указывает и текст легенды, где прямо сказано, что отшельник, превращенный в беса-людоеда, грозил опустошить Тибет. То есть эта легенда отнюдь не переводная, а значит могла возникнуть лишь в эпоху Тибетской империи. Далеко не все тибетские цари покровительствовали буддизму. Но и из них лишь Тисрон Децан считался воинственным воплощением Манджушри, каковым является также Ямантака. Следовательно, все прочие цари отпадают. Единственный серьезный соперник Тисрон Децана Мажан был, подобно Яме, не убит, а ввергнут под землю живым за безобразия, производимые им на земле. Легенда удивительно точно повторяет исторические события. Теперь встает другой вопрос. Какую пользу извлекло правительство Тисрон Децана от своей пропаганды? Чтобы разобраться в этом, нам надлежит учесть своеобразие буддийской логики, не похожей ни на какую другую. В самом деле, Мажан был в предыдущем перерождении жертвой несправедливости, разбоя, убийства, и потому озлобился, но озлобившись, хотя и не по своей вине, он стал вреден, и потому гибель его оказывалась следствием кармы, причинной последовательности, а не злой воли царя, который совершил свой поступок, лишь жалея своих подданных.
Да и Мажан не пострадал, так как теперь в аду наказывает грешников, дабы исправить их, и поэтому тоже заслуживает поклонения. Для народа было придумано, что Мажан услышал божественный голос, приказывающий войти в гробницу для счастья царя и страны. Когда же он вошел, то дверь сама замкнулась, и он остался под землей. Сомнительно, чтобы тибетские массы и особенно сторонники Мажана всему этому поверили, но диктатура, установленная Тесрон-Децаном, была достаточно прочна для того, чтобы держать большинство населения в полном подчинении и обеспечить пропаганду буддизма. Однако успех пропаганды, несмотря на огромную деятельность, развитую переводчиками священных книг, был весьма относителен, так как подавляющая масса населения была неграмотна, а внедрение грамотности при почти постоянных войнах чрезвычайно затруднительно. Для того, чтобы подействовать на воображение народа, нужно было найти средства быстро и наглядно доводить идеи до воспринимающего субъекта, причем следовало также соблюдать известную точность, дабы не исказить закон. Такие возможности давала живопись, и вследствие этого тибетская иконография стала средством пропаганды буддизма и приняла те особые формы, которые поражают нас, но вполне закономерны при условии принятия высказанной точки зрения. Цели и принципы тибетской живописи. Использование живописи для целей агитации – факт, имеющий весьма широкое распространение, и нет ничего удивительного, что мы обнаруживаем его в Древнем Тибете. При создании образа устанавливался канон, который должен был соблюдаться неукоснительно, ведь художник мог принадлежать к другой секте, быть или вольнодумцем, или тайным бонцем и нарисовать икону так, что она дала бы результат обратный искомому. Согласно канону, было необходимо, чтобы художник был хорошим человеком, не слишком вдумчивым, не склонным к гневу, святым, сохраняющим свои чувства, верующим и благодетельным, лишенным скупости. Необходимо, чтобы он рисовал тайно, после того, как разгладит полотно. Он может рисовать, если кроме него, художника, присутствует заклинатель. Но посторонний человек его не должен видеть. Фигура получает 16 ног, 34 руки, 9 голов. Она обнажена, цвета черного, ноги в движении. Первая голова бычья, рядом с рогами 3 лица. Одно синее, другое серое, третье черное. Лицо его должно быть ужасным, красного цвета, а над ним несколько рассерженное и желтое лицо Манджушри, то есть постепенный переход настроений Бодхисаттвы. Сначала он недоволен, затем разгневан, затем губителен, причем ему придана бычья морда, ибо бык в гневе – самое страшное животное, известное в Тибете. Правые руки держат нож, пест, кинжал в форме ваджры, молнии, топор, морскую раковину, стремя, палицу, ваджру, каменный молот, меч, барабан и другие предметы. А левые руки держат череп, голову, щит, ногу, аркан, лук, колокол, руку, саван и так далее. Под ногами справа человек, бык, слон, но на картинах, вопреки канону, не слон, а як, осел, верблюд, собака, овца и лиса, набор жертвенных животных религии Бон, за исключением верблюда и лисы. Под ногами слева коршун, сова, ворон, попугай, павлин, нырок и лебедь. Полагается по канону внизу изображать кладбище. В присутствии иностранца икону не рекомендуется развертывать. Чрезвычайно интересно и важно, что Ямантака не низший, а высший образ,
не нисхождение Манджушри к смертным, а восхождение его к подвигу. Тут отображена не концепция аскезы, а идея воинствующей и победоносной церкви. Но буддизм приходит к этой идее в результате внутреннего исторического развития, а не в результате инкорпорирования языческих божеств. Строгий канон как будто не оставляет места для вариаций и свободного творчества художника. Однако это не так. На углах иконы прорисовываются различные божества, сообразно выбору художника. На самом докшите, демоническом божестве, надеты ожерелья из человеческих голов, выражение лиц которых зависит также от вкуса и настроения мастера. Художник, приблизительно соблюдая ритуальную раскраску, остается хозяином колорита и так далее. Но самое главное то, что икон, точно соответствующих описанию, нет. Обязательно изображается Шакти, женская волшебная сила, опущенная в описании. Порядок атрибутов варьируется, и вместо кладбища внизу иконы помещаются изображения других дхармапал, например, Ямы, Махакалы, Шри-Деви Лхамо. Наконец, на иконе из коллекции Государственного музея этнографии изображен Нага, змей-дракон, обвитый вокруг тела Ямантаки, и сбоку царь Нагавнанда, а крыльями коршуна, лежащего под левой ногой Дакшита, придана форма крыльев Гаруды, злейшей противницы змей. По легенде, учение Махаяны получено было Нагарджуной от нагов, которым проповедовал Будда более полно, чем людям. Теперь перейдем к вопросу о том, какими эстетическими принципами руководствовались создатели образа, предлагая верующим как предмет почитания безобразную на наш вкус фигуру быка-человека. Согласно доктрине Махаяны, наряду с переселением душ существует воплощение, аватара, ничего общего с переселением душ не имеющее. Каждый человек перерождается из тела в тело, но святые при помощи совершенной безгрешности и истинного познания разорвали оковы круговорота рождения и смерти. Стоят вне путаницы явлений и обманов, которые простые люди называют действительностью, и потому находятся вне времени, пространства и законов природы, которыми они распоряжаются по произволу. Будды, перейдя в нирвану, исчезают всецело и навсегда, но бодхисаттвы, живя на небе Тушита в раю, способны принимать любой образ, чтобы трудиться на благо живых существ, хотя их подлинное «я» остается без изменений. Эта теория привилась в Тибете легко, так как угодные буддистам цари объявлялись воплощениями бодхисаттв, а тибето-буддийская эстетическая теория основана всецело на учении об аватарах. В самом деле, если мир — это цепь обманов и иллюзий, то изобразить его правдиво невозможно. Следовательно, реализм неосуществим принципиально, а раз так, то совершенно безразлично, какую форму придает художник предмету. Важно лишь, чтобы зритель восчувствовал. Но иконная живопись, как было сказано выше, популяризировалась только потому, что она несла определенную смысловую нагрузку. Она доводила до сознания зрителя идеи, которые бы он иначе не воспринял. Значит, буддийская икона есть, по сути дела, запись смысла, то есть род пиктографического письма, приспособленного для целей пропаганды, прибавкой эмоционального момента, заключенного в самих средствах живописи. При такой постановке вопроса понятны и строгость канона, и произвольное обращение с колоритом, формами и ракурсами, и стремление насытить площадь картины до отказа, и отсутствие перспективы или теней как элементов правдоподобия.
Буддийские иконы в Тибете и Монголии не картины, и потому в правдоподобии не нуждаются. Тибетский мастер не умел рисовать как европеец и не стремился к тому, чтобы фиксировать несуществующий, по его мнению, мир. Но для того, чтобы быть доступными зрителю непросвещенному, создатели буддийского иконописного канона должны были заимствовать материал из того самого мира, истинность которого они отрицали. Чтобы показать силу бодхисаттвы, они рисовали много рук и ног, но вместе с тем снабжали их мускулатурой, которую они наблюдали в повседневной жизни. Чтобы показать его победоносность, они надевали на него ожерелья из черепов и человеческих голов. Для этого им было необходимо изучать анатомию и физиогномистику. Змей, обвивающий шею бодхисаттвы, изображается очень похоже, иначе его просто не узнать. Короче говоря, действительность вползла на полотна буддийских икон и, застряв на них, дожила до нашего времени. Следовательно, перед нами не просто фантазия художника, а первоклассный исторический источник. Опыт расшифровки пиктограммы. Выяснив принципы, цели и условия буддийской иконописи, мы можем обратиться к вопросу композиции, которая является ключом к чтению буддийской иконы. Но предварительно необходимо сделать несколько замечаний. Пиктографическая запись отличается от иероглифической и фонетической принципиально. Там мы имеем принцип последовательности, как в живой речи, так даже и в мысли. Здесь принцип одновременности, так как полотно воспринимается глазом не постепенно, а сразу. При фонетической записи читатель должен знать язык, на котором он читает. При иероглифической — систему знаков, тогда как при пиктограмме он должен знать сюжет, чтобы правильно интерпретировать запись. Возникает вопрос о смысле пиктографии. Зачем записывать то, что уже известно? Дело в том, что пиктограмма исследуемого нами типа важна для зрителя-читателя как мнемоническое правило. Проповедуя, лама мог что-либо забыть, опустить или исказить, но, имея перед глазами икону, он уже не мог опускать ни одной детали. Пиктографическая система письма имела смысл только при условии почти полной неграмотности населения. И сейчас буддийская икона для этих целей не употребляется, а воспринимается населением как амулет или фетиш, объект поклонения. Несомненно, что в раннем буддизме такого понимания иконы быть не могло, так как это не вяжется с философскими принципами раннего буддизма. Возникло оно, по нашему мнению, при проникновении буддийской философской доктрины в среду народов с анимистическим мировоззрением. Учитывая эти особенности, попробуем разобраться в публикуемой иконе Ямантаки, установив ее смысл через анализ композиции. В верхнем правом углу изображены Рало Цава, переводчик из страны Ра, и его учитель, индийский волшебник Лалита Ваджра. Оба они в облаках, оба вооружены ваджрами, молниями, которые держат в правых руках, и снабжены габалами, череп с кровью, в левых руках. В центре, наверху, бодхисаттва Манджушри в нимбе. Образ обычный. Алмазное сиденье, атрибуты, меч, коим он разрубает путы невежества, и книга Праджнапарамита «Достижение высшей мудрости». В верхнем левом углу Дубчен Балдзин, обвитый змеей, и основатель современного ламаизма Дзонгхапа с атрибутами Манджушри. Балдзин в шарфе отшельника. У него кабанья голова, украшенная вертикально поставленными рогами. В руках держит две габалы.
В середине справа Нанда, царь нагов, на фоне пейзажа река, окруженная деревьями и кустами. На реке утки, на берегу лань, гор нет. В центре вышеописанное изображение Ямантаки с Шакти. В середине слева отшельник на пригорке. Перед ним два дерева, олень, верблюд и ногой коленопреклонный человек, сбоку отшельника субурган ступа. Пейзаж облаком отделен от дерева, на котором изображены предки тибетцев, царь и горная ведьма верхом на волке. Внизу справа налево Шри-Деви, Махакала и Яма. Рассмотрим левый вертикальный ряд. Начало действия мифического нисхождения Манджушри, то есть убийство отшельника, происходило на земле. Действительно, изображен святой в горной стране. Затем он же в страшной форме под ногой Ямантаки, как царь Ада Яма. Перейдем к центру. Наверху добрый Манджушри. Затем, видя безобразия, творимые Ямой, он начинает сердиться, но еще сохраняет золотистый цвет. Затем он красный от гнева, с выпученными глазами и оскаленными зубами. Затем он уже устрашающий, синий, с бычьей мордой, из Шакти. Он перешел от покоя к действию, искореняет грех. Под ним его индийский аналог Махакала, стоящий на поверженном Ганеше, сыне Шивы, боге препятствий индуистском божестве. Итак, центр — это вторая половина мифа, воплощение и победа Манджушри над смертью. Правый ряд заключает предшественников и последователей Манджушри в борьбе за буддизм. На земле Нанда, передавший Нагарджуне Махаяну. В облаках Лалита Ваджра, тщетно старавшийся доставить торжество закону и общине. И знаменитый переводчик священных книг, подвязавшийся в Тибете, Рало Цава, жил в конце X – первой половине XI века. А внизу Шри-Деви и Лилхаму, которую ламаисты склонны были считать подругой Ямы. Общий смысл иконы – история буддизма в Индии и Тибете, а также торжество этого учения в снежной стране Тибет. Побеждает, повергая под ноги язычество и смерть аватара Манджушри, страшный Ямантака, тибетский царь Тисрон-де-Цан, VIII век. Образ Ямы. Теперь рассмотрим образ Ямы, несчастного отшельника, превращенного, как гласит легенда, волею случая в беса-мучителя. Изображение его на публикуемой иконе, хотя и несколько модернизированное, позволяет разобраться в посмертной судьбе Можана, погребенного заживо своим лукавым царем. Яма имеет три ипостаси. Первая — Сандуб, форма, в которой он был побежден Ямантакой, красного цвета, на быке, с кинжалом и габалой. Вторая — Чедуб, также на быке, но с жезлом и арканом, в сопровождении своей сестры Ями, подносящей к его губам габалу. И третья — Нандуб, верховный судья ада, в отличие от предыдущих, стоящий не на быке, а на распростертом человеке. Обе последние формы темно-синего цвета. Все эти формы изображены на нашей иконе. Перейдем к семантике образа. Яма стоит на быке, распростершемся над женщиной, и сам не имеет шакти. Он не попирает быка, а опирается на него. Бык и женщина, в отличие от животных, людей и птиц, попираемых Ямантакой, имеют не страдальческий, а торжествующий вид. В чем тут дело? Яма пострадал из-за быка. Пострадал — это значит был ввергнут в страсть и обращен ко злу страстью, произведшей действие. Активность по буддийской философии немыслима без шакти, женского вдохновляющего страсть начала.
Но так как Яма сам был в земной жизни уже отрешен от активности и получил последнюю лишь через быка, то это и отражено на иконе. Очутившись во внутреннем мире, после победы Манджушри Ямантаки, Яма лишается быка и выбраться на землю не может. Таким образом, этот сюжет иконы отображает мифологему и всю философскую концепцию кармы, перевоплощения. При учете этого факта нам становится понятной и композиция иконы, построенной подобно уже рассмотренной нами по принципу вертикальных рядов. Левая сторона содержит вверху и внизу изображение Ямы от перерождения в беса до победы Манджушри. Между ними изображения испуганных животных – тигра, яка, барана и собаки. Три последних известны как жертвенные животные бонских мистерий, то есть с буддийской точки зрения жертвы злобы Ямы. Тигр на этих мистериях не фигурировал, надо думать потому, что поймать его живым было нелегко. Но известно, что шкура тигра была одеждой храбреца, то есть тигра также убивали для выполнения бонского ритуала. В центре Яма, неистовствующий во внешнем мире, но над головой его бдящий Манджушри, а под ним над Габалой треугольник, направленный острием вверх. Мысленная линия от центра лица Манджушри до вершины треугольника делит икону напополам. И на правой стороне мы видим Яму усмиренного в виде судьи, мучающего грешников. Животные лев, конь, козел и волк не участвовали в бонских мистериях. Это мир, свободный от Ямы, он освящен солнцем, тогда как ужасный мир освящен луной. Теперь перейдем к рассмотрению деталей. Головы, составляющие ожерелье Ямы, весьма разнообразны, но для них всех характерно страдальческое выражение вместо дикого, отчаянного упорства голов ожерелья Ямантаки. Сочувствие художника в данном случае не на стороне божества, а на стороне его жертв. Изображение животных представляет, по-видимому, наиболее архаические детали иконы. О значительной модернизации говорит изображение Манджушри. Так что приходится заключить, что изучаемый нами образ является переделкой древнего и может быть датирован лишь крайне приблизительно XV-XVII веками. Причем несовершенная бурятская копия не дает возможности уточнить датировку. В связи с этим обратимся к другим иконам, посвященным нашему сюжету, чтобы на основании уже сделанных наблюдений и заключений установить трансформацию и относительную хронологию образов Ямантаки и Ямы. Вариации образа Ямантаки. Образ Ямантаки, подвергнутый нами анализу, отнюдь не типичен. Огромное большинство икон из числа хранящихся в Маэ и Гмэ значительно проще, примитивнее и восходят к образцам менее древним. Ямантака изображается без шакти, и одно это указывает на сравнительно меньшую древность. О том же говорит трактовка Манджушри наверху иконы. Бодхисаттва одет в ламскую одежду и желтую шапку, опознается он только по атрибутам – мечу и книге. Такая метаморфоза указывает на принадлежность образа к желтошапочной секте. Образ, несмотря на ряд упрощений, носит много архаических черт. В правом углу по-прежнему красуется фигура Лалита Ваджры, хотя и в более спокойной позе, а в левом углу Дзонгхапа. Низ занят изображениями ипостасей Ямы. Изменилась композиция пиктограммы. Вертикальные ряды заменены горизонтальными, причем добрые силы, то есть помогающие Бодхисаттве, сконцентрированы на небесах,
а злые, правильнее карательные, внизу, в аду. Надо полагать, что эта трактовка композиции отражает мотивы шаманского учения о трех мирах, постепенно вытесняющего буддийскую доктрину о взаимопроникаемости элементов единого мира. Идея, заключенная в описываемой иконе, сводится к следующему. Мудрый бодхисаттва Манджушри при помощи Авалокитешвары и Лалитаваджры, приняв страшную, но лишь для злодеев форму Ямантаки, поверг яму, обуянного страстями и злобой, и держит его в аду. Содержание весьма упрощено, но сюжет не потерян, и сохранен основной смысл образа. Из деталей стоит отметить, что обоюдоострый кинжал заменен китайским мечом и двухконечный дротик кавалерийской пикой, а типы голов в ожерелье, хотя еще разных цветов, но уже в значительной мере монголоидны. Все это позволяет отнести образ Ямантаки этого типа к XV-XVI векам. Иногда Ямантака сохраняет характерные особенности, но вместо Манджушри над головой Ямантаки изображен Будда врачевания Манле, что показывает с одной стороны на забвение основного сюжета, а с другой на назначение иконы – охранять от болезней. Икона используется как амулет. У юго-восточных монголов процесс упадка буддийской иконописи путем ее обесмысливания зашел еще дальше. Икона, привезенная из внутренней Монголии, совсем лишена содержания. Окружающие Ямантаку фигуры представляют только ваджрапани с шакти и повторяются, составляя подобие орнамента. Процесс дошел до своего логического конца. Пиктографическое письмо перестало существовать.